Великий татарский художник Баки Урманчы прожил 93 года. Из них 70 лет своей земной жизни он посвятил искусству. Более 2000 картин, около 200 скульптурных работ. Вот такое огромное наследие он оставил после себя. Его работы находятся и выставлены в музеях США, Франции, Русском музее в Санкт-Петербурге, Третьяковской галерее. Судьба его сложилась так, что он долгое время прожил в Средней Азии, в Казахстане. И в этих вот республиках, сейчас уже странах, тоже много его работ выставлены и остались, в общем, находятся и представлены. В частности, вот в музее Абдельхана Касеева в Алмате, в Казахстане, есть очень много его работ. Так как Баки Урманчы был репрессирован, ему вот пришлось уехать в Среднюю Азию, Казахстан. И таким образом его судьба была связана с этими тогда республиками. Долгие годы, более 18 лет, он вернулся в Казань только в 1958 году, уже будучи пенсионером, ему было уже 61 год. Но еще 32 года он прожил в Казани, много лет преподавал в Казанском художественном училище имени Николая Ивановича Фешина. Первая его работа – это бюст Тукая, который он выполнил в 1959 году. Это самый достоверный скульптурный портрет великого татарского поэта. Есть работа в мраморе, из белоуральского мрамора, но она находится в музее Абдулла Тукая, тоже работа Баки Урманчы. Это скульптурный портрет Шигабуддина Марджани. Философ, конечно, богослов и просветитель татарского народа. Этот скульптурный портрет выполнен из гипса, но сейчас на высоком берегу Кабана, на улице Шигабуддина Марджани, установлен его вот этот памятник, именно копия его памятника из белого уральского мрамора тоже, выполненный молодым скульптором Рамином Нафиковым. Баки Урманчы очень любил работать в мраморе. Этот прекрасный материал, он сам ездил на Куилгинское мраморное хозяйство тогда, и сейчас оно тоже существует, там добывают мрамор очень хороший, и там оттуда привозил сам мрамор. Дармянт, он был из богатейшей семьи, из очень богатой семьи уральских золотопромышленников. В советское время творчество Дармянта не изучалось. Но вот смотрите, 1968 год, самое советское время, Баки Урманчы создает такой великолепный, прекрасный портрет, классический портрет этого поэта. Вообще Баки Урманчы хотел создать образы людей, которые дали импульс в развитии науки или культуры татарского народа. Вот он здесь вот поэтому вот такие вот скульптурные портреты, которые он, в общем-то, старался создать и оставить для будущих поколений. Его работы, которые выставлены в нашем музее, в основном казанского периода здесь. И Баки Урманчы, прожив, в общем, он ушел из жизни 6 августа 1990 года и похоронен в татарском кладбище здесь, в Казани. Каюм Насыри, ученый-энциклопедист XIX века. Он окончил Казанский университет и много лет преподавал в Казанской духовной семинарии. Каюм Насыри состоял в ученых советах Санкт-Петербургского, Московского и Казанского университетов. Он считался кумиром молодежи и был, конечно, и ученым, и просветителем. Он считал, что мы, татары, живем в центре России и с великим русским народом, с большим народом должны идти вперед в сторону прогресса и не оставаться где-то в Средневековье. Баки Урманчы вообще прекрасно изображал характер и черты, не только черты лица, но и внутреннюю душу, духовную часть человека, душу человека. Вот здесь вот высокий мыслитель, аккуратные такие мусульманские, скажем, борода. Он вообще по-мусульмански, конечно, борода и усы, и вот тут даже цепочка от часов. Все это он так и изобразил. Но, в общем-то, у него во всех скульптурах это выделяется. Характер и черты, и внутреннюю духовную часть человеческого человека он вот старался вот выделить, хотя вот таких скульптурных портретов достаточно сложно бывает. Работа выполнена из бронзобетона. Этот состав Баки Урманчы сам придумал. Галимджан Ибрагимов, наш татарский Максим Горький, он похож на Максима Горького здесь тоже, нас
писатель, классик татарской литературы, который сам из простой семьи, и в своих талантливейших повестях и романах он писал о жизни простых людей. Прекрасный портрет Шамиля Усманова. Шамиль Усманов – общественный деятель, он и писатель, и очень талантливейший человек. Он был политическим деятелем. Будучи революционером, он мечтал о лучшей жизни для простых людей. Он хотел, чтобы и все люди могли обучить своих детей, чтобы все люди жили счастливо. Он совершал революцию для этого. То есть он был человеком, готовым до последней капли крови, в общем-то, погибнуть в борьбе за революцию. Когда Бакир Урманович обучался в Хотымасе, его обучали классицизму, классической живописи. Но вот в данном случае вот это портрет Мурата, это самый вот такой, это выполнено в 1933 году, так как Бакир Урманович закончил Хотымас в 1933 году, это вот самая такая работа, выполнен под влиянием импрессионизма. И надо сказать, что когда мы поднимаемся по лестнице, нас встречает автопортрет Бакира Урмановича, который он выполнил, когда ему было 77 лет. С двух сторон портреты его, детские портреты его детей, Ильдар Урмановича и Айдар Урмановича. У него было 2 сына. И дальше вот портрет его жены, его супруги Флёры Ахметова Урмановича. Бакир Урманович был женат дважды. Первая его супруга Сара Ханым, она осталась в Москве, не захотела ехать в Казань, и поэтому Бакир Урманович долгое время жил один. Потом судьба так его сложилась, что он вторично женился. Вторая его супруга Флёра Вагаповна, и она родила ему еще 2-го сына Айдара Урмановича. Ну, здесь тоже вот удивительные, прекрасные портреты. Это вот портрет женщины, матери героя Советского Союза Баки Рахимова. Она получила письмо о гибели своего сына и взяла в руки Коран. Если бы она была русской женщиной, может, она взяла бы Библию. Она хочет найти какую-то помощь у Всевышнего, но пока сидит и думает о своем сыне. Это вот портрет Абрека Абзгильдина, известного татарского художника, который, к сожалению, 3 года назад ушел из жизни. Он был учеником Бакира Урмановича. Бакир Урманович следил за его творческой судьбой, очень много давал ему советы, они очень много общались. Тут изображена окраина Алматы. Вот эти Тяньшанские горы, которые они называют Алатау, с них несла живительная прохлада, такая вот цветущая долина прекрасная. И вообще Бакир Урманович очень долго жил в Алмате, очень любил этот город. Много его картин, изображающих сам город Алмата и окраины Алматы. Ну и, конечно, Бакир Урманович, живя в Казахстане, не мог не изображать Каспий. У него есть цикл картин, который называется «Каспийская сюита». В данном случае наша картина – это немножко хмурая, потому что она называется «Каспий хмурится», рыбаки на своих тяжелых баркасах возвращаются к берегу, потому что может быть буря. Но и тут видно, что так вода, люди, вот у нас экскурсанты приходят и восхищаются, как он, Бакир Урманович, прекрасно изобразил воду. Такой он, ну, он как даже маринист, прекрасный художник, во всем он достигал совершенства. Бакир Урманович, у него очень много натюрмортов. Здесь у нас представлен натюрморт, называется «Бульданежи». Вот, цветы калины и цветы ириса. Его жена собрала их такие вот простые, неприхотливые вазы, поставила на стол, налила себе чаю, открыла книжку и, видимо, отлучилась куда-то, она ушла. Может быть, она что-то готовит, может, кто-то ее позвал. У него очень много натюрмортов, огромное количество натюрмортов, он их, видимо, очень любил и изображал. Бакир Урманович любил творчество Абдулла Тукая, он проиллюстрировал все поэмы и все стихи этого великого татарского поэта. Эта работа называется «Сенной базар». Это по его поэме «Сенной базар» или «Новый Кисикбаш». Здесь изображен Сенной базар. В общем-то, это вот ныне вот улица Татарстан и начало улицы Московской. Вот это вот этот участок, вот этот район. И здесь, конечно, Бакир Урманович, учась в медресе Мухаммадия, здесь постоянно находился. В этом районе проживал Абдулла Тукай. Сенной базар назывался он потому, что здесь продавали не только обычные товары, но и сено, и дрова, потому что Казань выглядела раньше не так, как сейчас, а там очень много было частных домов, и, конечно, в основном частные дома находились в этих местах. И люди держали и козы, и коров,
И, конечно, дрова нужны были, потому что нужно было топить печь. Это, конечно, это не картина, это эскиз настенной живописи, выполнен в 1976 году. Ну, сам эскиз ему Бакиюр Манчем был заказан, но не осуществлен. Он остался так и эскизом. Но называется «Триптих Татарстан», потому что состоит из 3 частей. Здесь вот даже остались карандашные работы мастера. 1976 год, советское время, должен был такой идеологический смысл. Он состоит в том, что люди разных национальностей, разных религий живут в мире и дружбе на древней земле булгар, предков татар, теперь же со столицей не в Булгарах, а в Казани. И, в общем-то, здесь сейчас выпускают КАМАЗы, набывают нефть. Ну, тогда, конечно, были колхозы, колхозные поля. На колхозных полях работают вон комбайны, вот тут ферма. И вот тут, эта страна древние булгары, здесь Казань современная. И здесь тоже современная часть Татарстана. И этот узнаваемый град Свияжск. Сейчас стало это актуально, потому что град Свияжск и Булгары стали туристическими центрами нашей республики, большими туристическими центрами. И, конечно, Казань, наш город Казань. Здесь вот изображен и Кремль, и, в общем-то, наш цирк. И даже в основном мы тут, в общем-то, очень много у нас бывает детей. И одна девочка спросила, а где находится зоопарк? И мы с учительницей зоопарк тут нашли. Вот тут вот на Среднем Кабане у нас расположен зоопарк наш казанский. Это вот выполнено по влажной бумаге. Видите, вот она по мере высыхания он вот ее вот рисовал. Вот здесь вот, видите, разводы такие. И вот эти яркие, прекрасные акварели. Здесь вот золотая осень. Если это можно назвать сентябрь, то здесь уже октябрь или ноябрь, здесь уже та же самая работа, то есть то же самое, но здесь уже свинцовое небо, холодные дожди, листья практически уже улетели, и достаточно пасмурно, из дома не очень-то хочется выходить. Но эту работу, видите, как вот они одинаковые вроде, но в то же время вот такие вот интересные, яркие и удивительные. Часы, которые Флёр Вагаповна остановила как раз вот около 5 часов утра, когда Бакиюр Манче ушел из жизни. Его четки, его ручка с пером и книги. Это все личные вещи Бакиюр Манче, которые принесла в этот музей его супруга Флёр Вагаповна Манче. В своих скульптурных работах Бакиюр Манче хотел оставить для будущих поколений образы людей, которые дали импульс в развитие культуры, науки своего народа. Конечно, Бакиюр Манче, живя в Татарстане, он изображал деятелей своего народа, но он, живя и в Москве, и в Средней Азии, и в Казахстане, у него осталось много и скульптурных работ, и картин, изображающих людей разных национальностей, разных людей. Он был интернационалистом и, конечно, жил в такое вот время советское. Его работы находятся и в музее США, Франции, в Татарстане у нас, в нашем музее, Хазине, и, конечно, в Средней Азии, в Казахстане очень много осталось его работ. Его работы выставлены в Третьяковской галерее и в Русском музее в Санкт-Петербурге. Были очень достаточно после войны такие голодные достаточно годы, студенты, можно сказать, голодали. И его супруга, Сарахану, первая супруга, всегда варила большую кастрюлю супа, а он привозил своих студентов. Некоторые студенты по полгода у него жили, пока он их не устраивал в общежитие. Вот такой человек он был. Ну, вот такой добрый человек, вот действительно, ну, несмотря на то, что он был репрессирован, несмотря на то, что он такую тяжелую жизнь прожил, если бы не эти репрессии, если бы его постоянно вот так вот отодвигали, может быть, даже, да, возможно, он был бы еще более, достиг бы больших, может быть, вершин.